сегодняшнем Казахстане, в недавно случайно возникшей республике, после неожиданного распада Советского Союза, на границе с уйгурской автономией, в верховьях реки Иртыш, существует огромное озеро, называемое Бухтарминским водохранилищем. Эта территория с древних времен входила в Уйгурский каганат. Долгое время принадлежала уйгурскому Синьцзяну Цинского Китая, поэтому в его родное название – Зайсан-но. В 1959 году Советский Союз построил Бухтарминское водохранилище, в результате чего площадь озера Зайсан увеличилась до 5500 квадратных километров. Почему же такое огромное озеро стало чужим? Слово «Зайсан» современные ученые считают происходящим из монгольского языка. Оно также пишется как «Зайсан» и часто встречается в военной и административной системе эпохи Монгольской империи Юань. После возвышения монгольских племен во главе с Чингисханом, титул «Зайсан» обычно присваивался военным командирам, административным чиновникам, вождям покоренных племен. Их статус был лишь немного ниже, чем у хана. А связь этого озера с названием «Зайсан» в основном началась с западных походов монголов. В период джунгарского ханства термин «Зайсан» сохранился. Он обозначал человека, ответственного за сбор налогов и командование войсками внутри айрат монгольских племен. Поэтому в соответствующих документах цинского периода подчиненные Галдана, лидера джунга, часто назывались «зайсанами». На самом деле, до прихода монголов в бассейн реки Иртыш, где расположено озеро Зайсан, всегда служил естественной границей между кочевниками Северной пустыни Гоби и кочевниками Центральной Азии. Поэтому еще со времен Хунну здесь была естественная преграда для западных кочевников, защищавшая от сил Хунну. И такая ситуация сохранялась на протяжении всего противостояния Хунну и хан. Ханский дипломат Джан Цан отправился на запад, чтобы отрезать правую руку Хунну. В это время Юэч эмигрировала дальше на юг, а Усуна, жившая здесь, стала важной силой между Хунну и хан. С начала IV века нашей эры земли вокруг озера Зайсан и прилегающие территории последовательно контролировались Южанским каганатом, а затем тюркским и уйгурским каганатами. Когда тюркский каганат разделился на восточный и западный, озеро Зайсан примерно в VII веке после битвы между армией Тан и тюрками временно вошло в протекторат империи Тан. К периоду мятежа Анлушаня империя Тан потеряла связь с западным уйгурским краем и северными землями уйгурского каганата. Озеро Зайсан перешло под контроль уйгурского каганата, и там жили подчиненные уйгурам кочевые племена карлуков. Позже эти земли перешли под власть Кидани империи Западной Лаа. В 1216 году монгольский полководец Чжебе впервые прошел сюда с войском. С этого момента озеро Зайсан попало в руки монголов. В период Чингисхана и Угадера оно стало перевалочным пунктом для монгольских походов в Центральную и Западную Азию. А термин «Зайсан» примерно с этого времени официально стал названием этого огромного озера. Поскольку в период династий Мин и Цин, Айрата и поздней Джунгара, активнее в бассейне Иртыша, в разной степени подверглась влиянию монгольской культуры, термин «Зайсан» сохранился. После того, как империя Цин объединила Джунгарию, верховья Иртыша, включая озеро Зайсан, в уйгурский Синьцзян, эти земли стали западной границей Синьцзяна. Проникновение русских сил в этот регион началось в начале XVIII века. Согласно русским историческим материалам, первым русским, достигшим озера Зайсан, был Иван Бухгалтс, который первоначально поднимался вверх по реке Иртыш в поисках золота. В 1715 году Бухгалтс был оттеснен айратами обратно вниз по реке Иртыш. Согласно русскому отчету 1759 года, чтобы предотвратить проникновение сил Цинской империи по Иртышу в Сибирь, русские предлагали занять район озера Зайсан, но в итоге им это не удалось. Тем не менее, русские все равно построили серию пограничных постов на реке Бухтама к северу от озера Зайсан. Таким образом, в районе Иртыша между империей Цин и Российской империей образовалась зона влияния, ориентированная на цепь постов к западу от Иртыша, а озеро Зайсан оставалось под контролем Цинской империи. Из-за небрежности цинских пограничных патрулей сибирские казаки каждое лето все равно занимались рыболовством в озеро Зайсан. Эти так называемые летние экспедиции начались в 1803 году.
К концу Второй опиумной войны царская Россия, ссылаясь на заслуги в посредничестве между Англией и Францией и угрожая военной силой, заставила цинское правительство в ноябре 1860 года подписать Пекинский договор между Китаем и Россией. Согласно этому договору, помимо передачи России около 400 тысяч квадратных километров к востоку от реки Уссури, также было четко указано, что западная граница между Китаем и Россией начинается от Шабандабаха, проходит через озеро Зайсан, Тимур-Тенор до границы Каканского ханства, следуя горным хребтам, крупным притокам рек и местам постоянных цинских караулов. Впоследствии правительство империи Цин и царской России направило чиновников в Тарбагатай в Синьцзян и в итоге подписало протокол о разграничении северо-западной границы между Китаем и Россией. Царская Россия, используя дипломатический обман и военные угрозы, исказила Пекинский договор, в результате чего к востоку и югу от озера Балхаш и к северу и югу от озера Зайсан было отторгнуто около 440 тысяч квадратных километров земли. С тех пор эта жемчужина Алтая, которая с эпохи Уйгурского каганата была своей землей, вдруг стала чужой. Россия, в конце концов, тоже потеряла ее. Время покажет, какое место озеро Зайсан займет в истории. Уйгурская тысячелетняя цивилизация видела многое. Была потеря, но больше приобретений.